how will you serve the world? What do they need that your talent can provide? So the effect you have on others is the most valuable currency there is. В общем, это вечеринка, на которой всегда нужно развлекать самому. Иначе будет очень скучно. Никто не купается. Никто не купается. У нас своя атмосфера. Все уже свалили, а мы еще здесь. Я в ожидании, пока нам приготовят еду. Мы делаем тосты. Они очень вкусные. Вообще, я люблю 7-Eleven. Здесь классный свет, здесь очень мало еды. Здесь ее практически нет. То, что я могу здесь купить, традиционный тайский десерт, вот такой. Это рис, кокос и кокосовое молоко. Они очень вкусные. Еще есть такой же с семенами чиа и с какао. Шоколадные бургеры, это безумно вкусно. Вот я сейчас жду, пока мне сделают один из них. А еще я второй раз записываю это видео, потому что все удаляется случайненько. My precious. Вкусно тебе? Видно это лицо. Вот все такое яркое, смотришь, а еды нет. Но зато здесь шампуни, масочки. Сейчас я буду вкусно есть. Я такие еще не пробовал. А что так далеко стоит? Они горячие. Это безумно вкусно. Там внутри какао, шоколад. На что похоже? Похоже на то, что я обжегся язык. Это безумно вкусно. Спасибо тебе за еду. Фудкорт. Сегодня наконец насыщенный день. Я проснулся в 3 часа дня, это уже хорошее начало. Полпати было немного скучным, было весело только нам. Это наша вечеринка. Мы поехали в Люмпини парк. Девчонкам кричат: «Вау, beautiful model girl». Мы таких. Без мейкапа. Что-то поржало. Здесь можно поесть, здесь можно пофоткаться возле школьного автобуса. Насладиться населением Таиланда, моими любимыми тайцами, которых я безгранично люблю. Сейчас я буду пробовать дуриан. Style. So it's like durian, right? Yeah, with chicken. With chicken. Yeah. I don't eat chicken, but where is durian? ไทยเนี่ยต้องดัง Aroy sad. ฝรั่งพูดหยาบนะคะ Я только что сказал, что это охуенно вкусно. Я прям выругался на тайском. อร่อย Арой. Мы зашли в какую-то... Смысл привлечения внимания людей заключается в том, что все ведутся на красиво оформленный вход, заходят, а здесь куча рекламы. Рекламных компаний, аэропортов. И, в общем, эта выставка не несет никакого смысла. Я давно не был в местах скопления огромного количества народа и вспомнил, что это отнимает очень много сил. Когда ты медленно пробираешься через толпу, ищешь что-то, очень устаешь. Закаты в Бангкоке безумно красивые. Я приехал в ближайший парк, чтобы просто посидеть, отдохнуть от отдыха. Захожу в эту арку, смотрю на пол, думаю, блин, по-любому сидят же сейчас наверху. Конечно же, не обошлось без, вы поняли. Мне на руку насрал голод. Я не знаю, как к этому относиться. Я знал, что так будет. Я сознательно на это шел. Здесь везде ящерицы. Я не знаю, кстати, вот вы верите в эти приметы? Вступил в говно, и это деньгам там. Еще здесь черепаха. Мне так жалко их, они в такой грязной воде. Ужас, она аж вся мхом покрылась. С заходом солнца краски становятся такие странные и очень красивые.
О, да. Азиаты очень спортивные. Это так круто, они просто становятся и начинают танцевать. Им на всех все равно. Вы где-то в России видели, чтобы такое было вообще? Я думаю, может тоже встать, потанцевать, развеяться, размять косточки. Тут еще таблетка какая-то, катаются ребятки на досках. Хочу кататься. Я безумно скучаю по роллерблейдингу. Я даже думал о том, чтобы купить себе ролики и гонять на них. Но это очень проблематично, потому что агрессивные ролики весят по 1,5 килограмма каждый. Если учесть то, что я всегда путешествую с овервейтом, как это сказать по-русски? Господи, overweight. Ну, перегруз. Фак, я забыл, как это по-русски. Что происходит со мной? Я вспомнил. Перевес. Я всегда езжу с перевесом. Когда подхожу на стойку регистрации, выбираю самую милую девочку, прихожу, улыбаюсь ей, и она прощает мне все мои лишние килограммы в багаже. Знаете, после Китая, когда приезжаешь в Таиланд, здесь такой релакс, что мне даже не верится на самом деле, что я могу весь день спать, что я могу не идти на работу в клуб, что я могу делать, что хочу, сам организовывать свой день, и что у меня нету вэна, в котором я провожу кучу времени, то я могу просто сесть на свой байк и поехать на кастинг. Или не поехать вообще, и никто об этом не узнает, потому что никто не контролирует, и это здорово. Нужно максимально свободы, потому что если не чувствуешь ее в каких-то мелочах, то в общем тебя это начинает так подгружать, что ходишь себе место вообще. Начинаются дурные мысли, дурные поступки вследствие, поэтому нужно быть максимально свободным, к чему не привязанным, не связанным никакими контрактами. И в такой момент наступает действительно продуктивное состояние, когда ты можешь что-то делать, когда ты можешь творить, когда ты можешь заниматься каким-то искусством, что-то создавать. Конечно же, это не все моменты, которые нужны для такого состояния, но это один из основных, я думаю. Еще один такой самый большой момент — это, конечно же, любовь. Потому что без любви, не имея в виду чему-то определенному или кому-то, я бы назвал это эгоистичной любовью. Любовь как состояние вообще твоей души ко всему. Когда ты радуешься каждому дню, когда ты радуешься всем мелочам. Когда даже на какой-то негатив ты реагируешь так, то он сам по себе растворяется и больше не о чем расстраиваться. Пожалуй, вот это два таких основных понятия, которые я для себя вывел, которые способствуют вообще бодрости духа и вот такому плодотворному состоянию. Ну, посмотрим. Я приехал в Таиланд дней 10 назад. Думаю, что я не зря это сделал. Посмотрим. Я извиняюсь за качество, потому что снимаю на фронталку айфона. Будет немножко темно, но зато там очень красивый закат. Я был в Шанхае буквально за 10 часов до своего вылета в Москву, смотрев прогноз погоды и поняв, что там минус 35. Дела, которые я должен был там сделать, уже не получается сделать по срокам. Я решил не лететь. Я остался в Шанхае еще на 5 дней, отработал. Это были очень сложные 5 дней, потому что я работал в клубе каждую ночь. Потом до 7 до 10 утра я не мог уснуть. И потом я спал весь день, просыпался, кушал, опять шел на работу в клуб. Я сам, конечно же, выбрал для себя такой режим, и я не жалуюсь, но это было испытание, на самом деле, 3-месячное для меня. И сейчас я здесь, немножечко не понимаю, что происходит, потому что безумно контрастное состояние, безумно контрастный лайфстайл в сравнении вообще с Китаем, с людьми, которые там. Почему я оттуда сбежал практически, можно так сказать? Потому что люди в Китае — это просто какие-то неосознанные организмы, которые не понимают, что вообще происходит, которые... Я не могу описать это нормально. Нужно пожить в Китае, чтобы понять, что это не твоя страна, не твой менталитет. Что касается тайцев, я их безумно люблю, потому что каждый прохожий тебе улыбается, потому что тебе продадут самые вкусные фрукты, тебя никогда не обманут, не обсчитают, не обвесят, потому что энергетика в этом месте, она очень сильная. Это страна, это город, в котором на каждом шагу какие-то маленькие темплы. Это намоленное место, просто веками. Они очень религиозны, они буддисты. И так получилось, что я понял для себя, что буддизм для меня — это самая близкая вообще вера, которая может быть. Не то, что вера даже. Все, что включает в себя, это вера. А это для меня очень близко. Поэтому я приехал сюда обогащаться этой энергией. Энергия — это единственное, во что я вообще верю в этой жизни. И очень важно уметь ее чувствовать, ей управлять, понимать вообще, что это такое. Animal Cafe, Бангкок. Изящные животные. Очень красивые. Они, правда, уже спят, потому что Виталик сюда приехал в 8 вечера.
что? У вас уникальная возможность посмотреть, как саванная один наслаждается в туалет. Только на ютубе. Только на моем канале. Интересно, какие у вас глаза, когда вы наслаждаетесь? Ага, посмотри. Ты будешь смотреть. Он хочет. Я очень люблю животных. Снимаешь? Да. У меня дома 7 котов. Их было 10. Но, к счастью, 3 мы отдали. Он такой... Его как положишь, он так и будет. Ну вот, на Дружись. Он пахнет кроликом почему-то. Не надо сейчас садить енота. Понял, почему не надо? А, ну его не научила. Какой кайф, а? Она просто потрясающая. Мне кажется, что я сейчас держу в руках какую-то египетскую жрицу, знаете, вот эти огромные коты, которые стоят в статуях возле пирамид. Это животное просто невероятное. Ну, выглядит как будто кенгуру немножечко. Проснулся. Зевать. Ну, зевни хотя бы. Будь видеогеничным, на самом деле. Вообще, конечно, это не очень клево, что все-таки приходят и будет животных, дают им отдыхать. Ну, что делать? Надо же удовольствие получать. Красивый, я не могу просто. Я буду тебя объяснить, пока ты не... Я не расист, конечно, но тут обезьянка играет с лисичкой. Я честно сфоткаться, но он на меня не реагирует. Дружище. Это самка. Самки обычно на меня реагируют. Мне понравилось это кафе. Если кому-то нужно будет, я скину ссылку, как сюда добраться, если вы будете подкопить. Единственное, что расстраивает, то что очень маленькие вольеры для енотов, и вот вы можете видеть, что он не находит себе просто место, бегает туда-сюда. Только что увидел, как кормят этих диких котов, им подкинули мертвых, ну, конечно же, не живых, птенцов. И, наверное, если бы я поехал в какой-нибудь сафари-парк настоящий, я бы немножечко был шокирован дикой природой, потому что, ну, все-таки как-то странно, когда кот ест мертвого цыпленка маленького. Кроме животных, здесь еще есть такая рыба. Это аксолоти. Я думаю, кому-то это покажется милым, но это очень как-то weird. Челлендж «Найди обитателя». Ну, в общем, ладно, не буду вам парить мозг. Вот эта маленькая креветочка, это и есть экспонат. Она похожа на иголку по размерам. Мы пришли смотреть на сову. И для того, чтобы полностью дополнить образ, здесь предлагают плащ, как из Хогвартса, чтобы почувствовать себя Гарри Поттером. Я мечтаю с детства завести себе сову. Посмотрите, насколько изящное это животное. Просто такой кайф. Там вон еще одна есть. Какой кайф. Вот она, природа. Ой, у него конъюнктивит, что ли? Какой же упоротый взгляд у нее. В общем, мы с совой передаем вам привет. А потому что я не поняла, что происходит. Сова, ты такая красивая. Ты прекрасная птица.
Она в шоке от моих комплиментов. Еще у нее очень красиво зрачки расширяются, очень быстро. Сегодня супер насыщенный день. Мы идем по улице, на которой находится очень много разных пабов, клубов, баров, стритфуда. И только что одна тайка запретила мне записывать видео с тараканами и со скорпионами. Прям грубая такая оказалась. Вообще, я первый раз такую тайку встречаю. Я подумал, что она много работает, поэтому ей простительно. Ее можно понять. Здесь можно купить все, что угодно. Можно купить вейпер, а вот это рай наркоманов. Ну или просто любители покурить. Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, YouTube меня не заблокирует за такие содержания. Я только... Окей, это видео. Только я ужаснулся тем, что там продают, и здесь вот это. Жесть. В общем, на этой улице очень много иностранцев, которые отдыхают с тайками. И мне так смешно на это смотреть. Сидит такой дядечка, который уже еле передвигается, и рядом с ним танцует такая молодая тайка. Ну, все понятно сразу, что происходит между ними и почему он укатывает ее алкоголем. Я иду, смотрю на это и думаю, у кого-то сегодня будет секс. Вот мне нравится, здесь клубы с проститутками и ледибоями. Напротив стоит темпл, здесь предподношение богам, фанта, красная фанта, ими любимая всеми, цветочки. Это очень... О, это прям супер и контрастно. Ну что, малышка, ты малыш или малышка? Еще одно туристическое место. Hello, Кавенкав. Здесь можно купить все, что угодно. Все, что тебе не нужно. Улица с барами. Нужно ничего. Да.